Пажге Сыктывдинского района стая волков загрызла и съела собаку. Серый неприятель пробрался под покровом ночи в самый центр села. Судя по записям камеры видеонаблюдения, речь идет как минимум о 3 больших хищниках, которые терроризируют местных жителей. Ксения Лосева продолжит. Жестокое нападение на четвероногого любимца семьи Шубиных попало на камеру уличного видеонаблюдения. Она зафиксировала: 2 больших волка пришли во двор в районе 4 утра. Пес Мишка попытался отпугнуть неприятеля и даже успел зацепить одного из серых. Однако силы были явно неравными, да и враг был настроен идти до конца. Обездвиженного питомца на снегу с утра обнаружила его хозяйка Галина Шубина. И тут я слышу, Миша загавкал в 3:30. Я только подскочила, и он заскулил и затих. Ну, я думаю, наверное, опять кто-то прошел. Говорю, наверное, на работу люди пошли. И 7, начало 8, как обычно, пошла кормить его. Идут, что-то кровь не поняла, говорю, там на мостках-то вот увидела. Только сейчас заходить, а он, бедный, тут лежит у меня. Волки и раньше наведывались в здешние места, говорит Галина. Но до этого момента пересекать границу населенного пункта все же не рисковали. Теперь перешли условную черту. Дом Шубиных расположен в самом центре села. Каждый день по темноте здесь ходят не только взрослые, но и дети. Не смутило хищников и наличие освещения. Их следы на следующее утро односельчане обнаружили сразу в нескольких дворах. А значит, незваные гости отныне могут внезапно появиться на крыльце любого дома. Их было минимум 3, следов много. Там все вытоптано, каждый сарай обнюхивали. И то, что пришли со стороны поселок Парчим и со стороны реки оттуда пришли по оврагу. Во время своей прогулки по селу хищник, очевидно, решил заглянуть и на местную котельную. Об этом говорят многочисленные следы. А еще пометил территорию. И это, как объясняют охотники, верный знак того, что волк вернется сюда снова, уже на правах хозяина. К прямым столкновениям с серым местные жители пока не готовы, а потому стараются не покидать свои дома без острой необходимости. Хоть и понимают, это не выход. Если не дать отпор врагу сейчас, потом придется жить по его правилам. Мы живем вот в том районе, местечко Рой, около речки. И там у нас регулярно выходят волки. 5 штук еще были вчера. Следы. По следам узнали, что 5. Дня 3 назад было 2, прямо их воочию видели. Ходили около вольера с нашей собакой. Страшно. В темное время суток страшно. То есть у меня маленький ребенок, и приезжаем домой, в баню топим пораньше, чтобы в темное время суток не выходить. Даже сама, вот когда закрываю собак, везде все прислушиваюсь, осматриваюсь. Это вопиющий случай, надо какие-то меры принимать. Принимать меры необходимо как можно скорее, но вот только хищник не так прост, как кажется. Охота на волка – дело непростое, односельчанам потребуется подкрепление. Местные охотники со стажем говорят, шанс поймать неприятеля есть, но только если действовать сообща. Волк, он хитрый, он уходит от погони. Если вот случайно попадет на дороге под свет, тогда еще можно. Но на ходу стрелять нельзя. И так что нужно делать засидки, делать охотников вызывать или делать облавы со всех сторон, чтобы обложить стаю и отстреливать. А так иначе они уходят, они сейчас по лесу уйдут, на лыжах их не догонишь, только на снегоходах, только до леса. Если на поле поймаешь волка, застрелишь, а так бесполезно. Удастся ли поймать перешедшего все границы хищника, никто не знает. Но попытаться, говорят, здесь стоит. Волки сделали ход, теперь очередь за местными охотниками. Сейчас они сами активно устанавливают пути, по которым мог уйти неприятель. И все же помощь им не помешает. Вопрос серьезный и требует не только быстрой ответной реакции, но и хорошо продуманных долгосрочных мер. Ксения Лосева, Антон Булаев, Павел Люлян, Минтелеканал Юрган, Сыктывдинский район.